Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кушара. Сегодня в программе. За самоотверженность в борьбе с COVID-19 врачи и медсестры Гудаутского и Гагарского районов награждены ведомственными медалями и благодарственными письмами президента Абхазии. В преддверии Дня России посольство Российской Федерации в Республике Абхазия провело прием, приуроченный празднованию Дня России, который отмечается 12 июня. Вакансия в ВААК Всемирный Абхазо-Базинский конгресс объявляет конкурс на замещение вакантной должности координатора местных отделений и молодежной активности. За самоотверженность в борьбе с COVID-19 врачи и медсестры Гудаутского и Гагарского районов награждены ведомственными медалями и благодарственными письмами президента Абхазии. Награды медикам вручил министр здравоохранения Эдуард Будба. Медалью за самоотверженную работу в борьбе с COVID-19 награждены 107 медицинских работников Гудаутской ЦРБ. 24 специалиста получили благодарственные письма от президента Аслана Бжания. Еще 105 сотрудников медучреждений района получили благодарственные письма от министра здравоохранения. В Гагарском районе медаль за самоотверженную работу в борьбе с COVID-19 получили 39 человек. 5 глава государства Аслан Бжания адресовал благодарственные письма. 53 специалистам вручили грамоты от министра здравоохранения. В число награжденных входят не только работники Гагарской ЦРБ, но также медперсонал Пицунской и Цандрыбской больниц. Репортажи о награждении медиков Гудаутского и Гагарского районов смотрите в нашем выпуске. В преддверии празднования Дня России в посольстве Российской Федерации в Республике Абхазия состоялся торжественный прием. В 1994 году первый президент России Борис Ельцин своим указом объявил 12 июня днем принятия Декларации о государственном суверенитете России. С 2002 года праздник переименован в День России. На приеме по случаю Дня России стратегического партнера Абхазии, первой страны, признавшей независимость Республики Абхазия, присутствовали президент Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Лаша Ашуба, депутаты парламента, члены правительства, Конституционного, Верховного и арбитражного судов Абхазии, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Бациев, глава официального представительства Приднестровской Молдавской Республики Гарри Купалба, представители разных религиозных конфессий, общественных и политических организаций. Временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов приветствовал гостей и отметил значимость российско-абхазских взаимоотношений. Литвинов подчеркнул, что в России ценят поддержку абхазского народа. Президент Аслан Бжания поздравил многонациональный народ России с приближающимся праздником и пожелал выдержки и стойкости духа в непростое для России время. Думаю, не ошибусь, сказав, что для большинства здесь присутствующих Россия является такой же родной страной, как Абхазия. Ярким свидетельством этого стала твердая поддержка абхазского народа, непростых решений России о признании независимости ДНР и ЛНР, а также о начале специальной военной операции. Россияне искренне ценят, что Абхазия, не колеблясь, проявила солидарность с Россией в отстаивании ее национальных интересов, приняла беженцев с Донбасса, оказывает гуманитарную помощь жителям этого региона. Как и вы, мы гордимся абхазскими добровольцами, защищающими Донецк. В ситуации, когда против России ополчился весь Запад, Абхазия ведет себя как настоящий союзник. У тех, кто хочет взять Россию измором, ничего не выйдет. История учит, что чем сильнее внешнее давление, тем крепче сплачивается многонациональный российский народ. Не получится изолировать Россию не только из-за масштабов нашего государства, но и потому, что в мире нас знают как надежного партнера и друга, который никого никогда не предавал. В День России я хочу пожелать нашей великой стране с честью справиться с вызовами сегодняшнего дня, выстоять под беспрецедентным санкционным давлением и достичь целей, поставленных перед специальной военной операцией. Я желаю России и ее гражданам мира, гармоничного развития и процветания в окружении дружественных стран и верных союзников. Сегодня мы отмечаем праздник, который для нас, для всех дорог. Известно, что значительное количество людей, проживающих в Абхазии, имеют российское гражданство. Россия для нас не просто стратегический партнер, это страна, которую мы любим, страна, которая нам близка. Это десятки тысяч смешанных браков,
– это глубокое знание взаимной культуры и тысячелетнее соседство. Сегодня вокруг России происходят непростые события. Всем понятно и очевидно, что та спецоперация, которая проводится на территории Украины, это вынужденная мера. Я лично, как гражданин, как президент Абхазии, ни на секунду не сомневаюсь в том, что спецоперация будет доведена до логического завершения. И страница будет это перевернута, и начнется новая эпоха, эпоха развития Российской Федерации, эпоха развития Республики Абхазия, эпоха, при которой наши союзнические отношения получат дополнительный импульс. Руководство Абхазии, народ Абхазии и дальше будет строить мосты с народом Российской Федерации, а не стены возводить. И мы в этом плане будем всегда последовательными. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать всем гражданам России, национальному народу России в это непростое время выдержки, стойкости духа, чтобы ребята, которые находятся и выполняют специальные задания, были живы, и чтобы впереди нас всех вместе ждало светлое будущее. В Государственной Думе состоялась встреча полномочного по правам человека, по правам ребенка в Абхазии Мактины Джинджоли с заместителем председателя Госдумы Федерации собрания Анной Кузнецовой, сообщает Абснепресс. Кузнецова поделилась опытом работы в аппарате полномочного по правам ребенка в России, рассказала о курируемых ею направлениях в Госдуме в настоящее время, об ассоциации «Общественный совет отцов» и предложила перенять подобный опыт и Абхазии. В свою очередь Джинджоли рассказала о приоритетных направлениях аппарата уполномоченного по правам ребенка в Абхазии и планируемых проектах, направленных на защиту прав и улучшение условий жизни детей. Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс объявляет конкурс на замещение вакантной должности координатора местных отделений молодежной активности. С 3 по 16 июня принимаются анкеты претендентов на участие в конкурсной процедуре. Заполненную анкету можно предоставить лично в офис конгресса, либо отправить по электронному адресу. Подробнее в репортаже Рады Чачава. Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс – общественная организация, главной цели которой – сохранение и развитие родной культуры и языка, укрепление связей соотечественников с исторической родиной, поддержка представителей диаспоры и многое другое. Деятельность конгресса по модели председателя Высшего совета Мусы Экзекова предполагает максимальную прозрачность и открытость для всех участников, поэтому нового сотрудника по устоявшейся практике было решено найти на конкурсной основе. Абхазо-Абазинский конгресс развивает и укрепляет свою деятельность. Перед командой Конгресса стоят очень амбициозные и важные задачи. Поэтому мы приняли решение объявить конкурс на принятие нового сотрудника. Конкурсный, абсолютно прозрачный принцип подбора сотрудников позволяет более широкому кругу соискателей принять участие в отборе. Конгрессу выбрать претендента, который будет отвечать всем задачам по выполнению должностных обязанностей, а также является наиболее честным, социально ориентированным принципом, позволяющим каждому соискателю на основе равенства и честности проявить свой потенциал. Убежден, что в конкурсе примут участие ребята и девушки с высокой квалификацией, и мы будем иметь возможность подобрать человека, который максимально гармонично впишется в работу общественной организации Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс, станет полноценной частью очень динамичной команды Конгресса и внесет личный вклад в развитие деятельности организации. Важная и значимая работа координатора местных отделений и молодежной активности Конгресса предполагает организацию встреч в селах, в ходе которых команда Абхазо-Абазинского конгресса рассказывает об организации, целях и результатах работы. В ходе подобных встреч происходит заинтересованный и предметный обмен мнениями о текущем состоянии сел, обсуждаются сложности и проблемы. В результате создается систематизированная база вопросов по каждому населенному пункту в отдельности. Самое важное – выявляется человеческий потенциал, задействовав который можно сообща решать накопившиеся социально-бытовые проблемы. Задачи, которые стоят, они действительно носят важный характер. Это укрепление этнокультурных ценностей, это содействие развитию языка, это укрепление связи с многочисленной диаспорой по всему миру и, конечно же, содействие формированию
гражданского общества нашей республики. Граждане Республики Абхазия могут подавать анкеты на конкурсную процедуру с 3 по 16 июня. Конкурс будет проходить в 3 этапа. Заполненную анкету можно найти на сайте организации и предоставить лично в офис Конгресса, либо отправить по электронному адресу, указанному на экране. На втором этапе участники пройдут индивидуальные собеседования, затем онлайн-собеседование с председателем Мусой Гзековым. По итогам 3-го этапа определяются кандидаты на прохождение оплачиваемого испытательного срока в течение месяца. По истечении испытательного срока будет выбран 1 сотрудник на постоянной основе. Рада Чачава, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Министерство по чрезвычайным ситуациям приобрело за счет средств из госбюджета 600 комплектов обмундирования, в том числе 25 комплектов для работы в условиях высокогорья. Как сообщает пресс-служба МЧС, для нужд районных подразделений из государственных средств в пошаговом режиме также приобретаются и распределяются запчасти для спецтехники. Уже приобретены запчасти для спецтехники пожарно-спасательного отряда города Сухума и Сухумского района, а также городов Ткварчал и Гал. Потребности остальных районных подразделений в запчастях планируется удовлетворить в кратчайшие сроки. 10 июня народному артисту Абхазии, основателю ансамбля танца «Шаратын» Эдуарду Бебе исполнилось бы 85 лет. Эдуард Бебе – один из самых крупных пропагандистов абхазского хореографического искусства, постановщик народных танцев, создатель ансамбля танца «Шаратын», народный артист Абхазии, лауреат государственной премии имени Дмитрия Гулия, балетмейстер. Благодаря ему абхазский танцевальный фольклор стал достоянием зрителей в мировом масштабе. Созданный Бебе «Шаратын» побывал с гастролями во многих странах мира, среди которых Франция, Венгрия, Индия, Шри-Ланка, Швеция, Норвегия, Финляндия, Алжир, Тунис, Марокко и другие. За достижения в области хореографического искусства в разные годы Эдуард Бебе был награжден орденами и медалями. За особую храбрость и мужество, проявленные участниками ансамбля при защите Абхазии, за большие заслуги в развитии национального искусства «Шаратын» награжден орденом Леона. В нашей сегодняшней программе смотрите документальный фильм о жизни и творческом пути Эдуарда Бебе. Министр культуры Даур Кови принял участие в собрании членов Ассоциации городов античного наследия Северного Причерноморья в городе Керчи, сообщает пресс-служба Министерства культуры Абхазии. Ассоциация создана с целью содействия развитию межрегионального сотрудничества, укреплению межмуниципальных и международных связей. Заседание состоялось в рамках фестиваля «Боспорские огоны» под руководством заместителя председателя Совета министров Крыма, постоянного представителя Республики Крым при президенте России Георгия Мурадова. Датский совет по беженцам в Абхазии завершил очередной проект. В Дранской средней школе Гулрыбского района отремонтирован первый этаж и заменена кровля. Об этом сообщается на странице в Facebook Датского совета по беженцам. В результате работ, которые длились почти год, при школе уже функционирует актовый зал, 7 больших классов и восстановлена система водоснабжения и гигиены внутри школы. С 1 сентября 2022 года до 200 учеников начальной школы будут учиться в отремонтированных помещениях. С 5 по 10 июня в Гагре проходил турнир по теннису «Море в Гаграх», входящий в российский теннисный тур. По итогам соревнования среди мальчиков возрастной категории 9-10 лет первое место занял Нестор Цужба, второе – Александр Эшпа. Среди мальчиков до 13 лет второе место занял Сабри Нанба. За победу в этих двух категориях боролись по 16 спортсменов. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 11 и 12 июня на территории Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу ночью и утром без осадков. Со второй половины дня местами возможен кратковременный дождь. В воскресенье днем без осадков, ближе к вечеру местами кратковременный дождь с грозой, туман. Температура воздуха ночью 16-21, днем 23-28 градусов. Температура морской воды 21 градус. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.